Уже рада представить нашего гостя Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины, Европейская солидарность. Хош келдіңіз, Мустафа. Мерхабалар. И начнем с темы Крыма. Министры стран нормандской четверки Украина, Германия, Франция и Россия могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Мустафа, как вы считаете, в этот раз поднимут тему Крыма? Ну, вообще нормандская четверка, она создана, предназначена для решения вопроса, связанного с Донбассом. Если наш президент поднимет этот вопрос, он, кроме своих стандартных слов о том, что тема Крыма закрытая, может еще сказать, ну, этот формат не для Крыма, а именно для Донбасса. Но, тем не менее, вот, скажем, когда в Париже встречались, тоже нормандская четверка, но говорили о газе там или еще что-то, поэтому все зависит, конечно, от президента, от его настойчивости или там, решительности. В прошлый раз он один раз только упомянул, что Крым – это Украина, и все. А надо было четко говорить о том, что если мы серьезно хотим наладить наши нормальные отношения между нашими странами, чтобы эти цивилизованные были отношения, то необходимо, чтобы соседи уважали территориальную целостность нашей страны. Поэтому до освобождения, до последнего квадратного метра нашей земли этих нормальных отношений с Россией быть не может. Но, к сожалению, это не прозвучало. Надеемся, что когда-то прозвучит. Давайте послушаем, что сказал посол Франции в Украине Этьен де Пантьен, давая интервью громадскому телевидению касательно вопроса включения Крыма в нормандский формат. Сьогодні ми не бачимо формату, в якому можна було б результативно обговорювати це питання. Включення питання Криму у нормандський формат нічого не дасть. Навпаки, це питання потягне на дно увесь корабель, адже це питання перевантажить увесь корабель. На даний момент ми віддаємо перевагу можливості розібратися з першою складовою із конфліктом на Донбасі, у якому гинуть люди упродовж багатьох років. Давайте зосередимося на цьому, зосередимося на гуманітарних питаннях, на відкритті нових пропускних пунктів, на деескалації тощо. Далі, коли прийде час Криму, ми подивимося, у який спосіб можна це вирішити. Это слова посла Франции в Украине. Как вы к ним относитесь, Мустафа? Ваша реакция? Ну, разумеется, мы не разделяем такую точку зрения. Мы считаем, что вопрос оккупированных территорий, будь то Донбасс и Крым, он должен рассматриваться одновременно. Очередности такой здесь быть не может быть. Нет формата. Нет. Ну, так все это зависит от западных стран. Есть, конечно, мы знаем позицию Путина, позицию российской стороны, их ястребов, что Крым – это окончательно уже русская территория. Ну, мало ли, что они говорят. Просто здесь нужно создать условия для России такие, что Россия очень захочет сесть за стол переговоров. А есть ли такой формат, где можно обязать Россию обговорить вопрос Крыма и поднять вопрос Крыма? Нет, формата нет пока, но надо создавать его формат. Я же говорю, Россия не соглашается ни на какие разговоры о возвращении Крыма, но она очень захочет вести этот разговор, если будут соответствующие санкции. Но уровень санкций на настоящий день, спасибо и за это, конечно, но они недостаточные пока. А вот бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук предлагает обговорить вопрос возвращения Крыма с подписантами Будапештского меморандума. Об этом он заявил главкому, предлагая его послушать. Росія не зможе публічно не визнавати, що в 1994 році, як і сьогодні, Крим – це міжнародно визнана територія України. А якщо Путін не погодиться, це ще раз засвідчить нехтування ним важливих міжнародних договорів, і нехай тоді весь демократичний світ думає, яких подальших санкцій заслуговує Росія. Для нас це чи не єдина можливість залучити Росію до розмови про Крим, але я і тут ставив би питання про процес повернення Криму не завтра, а через перехідний період під контролем ООН і ОБСЄ. Так, варіант непростий, але повністю відповідає міжнародно-правовим нормам, не кажучи вже про статут ООН. Такий підхід допоміг би хоча б розпочати таку розмову в рамках підписантів Будапештського меморандуму. Как вам такое предложение, Мустафа? Насколько реально? Предложение очень хорошее, но мы об этом многократно говорили. Я когда был в Соединенных Штатах и в Конгрессе говорил на эту тему,
ответ был такой: ну, давайте, вообще-то интересно, обращайтесь, но только не только к нам, но и к другим ядерным странам, в первую очередь имелось в виду Британия. Но слабость здесь в том, что мы имеем дело с меморандумом, а не договором. Вот договор, если был бы там все расписано, в случае чего-то там стороны то-то, то-то, то-то делает. А меморандум — это что-то вроде как заявление о благих намерениях. Но тем не менее, конечно, это договор, где подписаны высокие стороны на самом высшем уровне, и должна быть правопреемственность. Мало ли что Ельцин подписывал, Путин как правопреемник должен, конечно, считаться. Но проблема в том, что она же не только Будапештский меморандум не соблюдает, но и сотни других договоренностей. Самый большой договор между Россией и Украиной 1996 года, большой договор. Там четко расписано, что ни Россия, ни Украина не имеют таких территориальных претензий. Уважение территориальной целостности. Но Россия на все наплевала и вот так вот по-бандитски, по-хулигански захватила нашу территорию. Здесь ссылаться на какие-то нормы, это не для России. Россия такой язык не понимает. Это вот у них совершенно другие вот эти параметры. Поэтому санкции, еще раз санкции. То есть Россия понимает только язык санкций, на ваш взгляд? Язык силы, язык санкций, да. Напомню, у нас в гостях сегодня лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, и мы обсудили вопрос Крыма на уровне нормандского формата. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Мы вернулись на эфир Крым Реалии, Крымский вечер, и наш гость, лидер крымско-татарского народа. Мустафа, на этой неделе в Киев прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После встречи с президентом Зеленским вы отдельно с ним встречались. Расскажите, о чем говорили? Вообще-то приезд Эрдогана кто-то по-разному толкует, говорят, вот в связи с осложнением отношений между Россией и Турцией, там, в Сирии, там, вы знаете, что там происходило, или турецкий район при поддержке России. Но дело не в этом. Здесь ежегодно проводится совещание, конференция в рамках стратегического партнерства. Поэтому визит этот был именно связан вот с этим стратегическим партнерством. Но он приехал сюда с большим количеством своих чиновников, министров, причем топовых министров, а также с большим количеством бизнесменов. Одновременно там была встреча с Зеленским и нашими министрами, но с другой стороны проводился еще такой форум бизнесменов. Одним словом, все хорошо прошло. Но со мной отдельная встреча. Во-первых, он сразу после окончания форума, он предложил пойти с ним отдельно поговорить, потому что у него в программе была встреча отдельно с представителем крымских татар. Мы пошли, поговорили, где-то, наверное, полчаса, но он думал, на этом все. Я говорю, ничего подобного. Тут еще с руководством Меджлиса будете встречаться, еще там с народом. Ну так, да. И поэтому была еще вы вторая встречались встреча. еще отдельно? Отдельно, со мной один на один мы разговаривали, а потом уже Рифат Чубаров и трое наших депутатов, я, Рустем Умеров и Ахтем Чайкос в таком формате разговаривали. О чем говорили? Главное, о чем мы говорили, я как вот на встрече тет-а-тет тоже это говорил, а потом это было повторено на более вот этой расширенной встрече. Мы говорили о необходимости создания платформы для переговоров по возвращению Крыма. До этого у нас были переговоры в Совете Европы. Рустем Умеров там интенсивные переговоры вел, и кое-каким заключением пришли. Речь пока идет о проведении широкоформатной такой конференции по Крыму, по деоккупации Крыма. В принципе, договорились, и вот в марте они нас приглашают в Брюссель обговорить еще какие-то там детали.
Мое предложение Эрдогану было такое, именно создать такую платформу, где ведущее место занимала бы Турецкая Республика с ее такой принципиальной позицией. Почему Турция? Ну, во-первых, у нее нет такой аллергии к России, потому что у них там деловые связи, огромный товарооборот. Но, с другой стороны, Турция является членом НАТО, то есть западным партнером. Вот это вот очень было. И самое существенное, что Турция, как заявляет всегда, и в этот раз тоже Эрдоган заявил, что Турция не признавала, не признает и никогда, ни при каких обстоятельствах не будет признавать законность аннексии. Для нас это самое важное. Вот с этой точки зрения, с этой вот позиции, конечно, вести переговоры о деоккупации удобнее. Мустафа, обсуждали ли вопрос, понималась ли тема пленных? Ну, тема пленных была поднята еще на совещании по стратегическому партнерству. Там выступили Зеленский, Эрдоган, потом кое-какие наши министры, топовые министры со стороны Турции. И потом Зеленский предложил, чтобы я тоже высказался. Я высказался, но, по-моему, может быть, он и пожалел, потому что мне слово дал. Потому что моя точка зрения не совсем совпадает с точкой зрения президента по этому вопросу. Я говорил о том, что в этом обмене есть большой изъян. Мы вынуждены отдавать кровавых бандитов в обмен на освобождение совершенно невиновных людей. То есть, освобождая бандитов, мы наносим ущерб вообще всему обществу. Они представляют угрозу для других, пусть даже не наших, если они вывезут их с территории Украины. Ну, например, Ахтема Чайгоза и Ильму Умерова обменяли на этих кровавых бандитов, сотрудников ГРУ, Анисимова и Смирнова, которые убивали чеченских диссидентов по всему миру. И вот в освобождении совершенно невиновных ни в чем Ахтема Чайгоза или Ильму Умерова вот этих бандитов пришлось видеть. То же примерно самое происходит здесь. Но даже хорошо обменяли, а если подумать о завтра? Нет же гарантии, что вот сейчас освободим, у нас 138 человек сейчас, а вместо них завтра же Путин наберет 1380 человек. Да? Мы имеем дело со страной, где какой-либо нормальной судебной правовой системы нет. Все решается на вот таком уровне. Дал план, скажем, Путин, захватить столько так еще и заложников крымских татар, оно будет исполнено. Поэтому вот это обмены, это не тот путь защиты наших соотечественников, наших сограждан в оккупированных территориях. Вот в этом ключе я там не высказался, хотя, правда, и Зеленский, и министры потом говорили, молодец, правильно сказал. Мустафа Хан, но сейчас уже планируются списки, кто войдет в этот список. Есть ли у вас, привлекает ли к этой работе офис президента? Вас, нам Меджлис. Нам из СБУ передали весь этот список на, так сказать, утверждение. Мы посмотрели, там разделили на несколько категорий. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. У нас же нет уверенности. Путин одно говорит, а на самом деле получается другое. Если всех на всех, то, конечно, можно не делить ни на какие категории. Но мы ставим очередность. Мы считаем, что в первую очередь должны быть освобождены наши соотечественники, которым дали наибольшие срока, там 17-19 лет, дикие какие-то срока, за то, что там у них какая-то литература была. Там есть люди, которые, скажем, кому-то просто правовые ограничения, домашний арест, или там штраф, или там подписка о невыезде. Но эти люди в последнюю очередь, которые, поскольку они меньше страдают, чем те, которые находятся в лагерях.
Ну, там посмотрели еще кое-какие люди, которые непонятные для нас. Скажем, есть какой-то бизнесмен, который вообще к политике не имеет отношения, миллиардер, ну, сидит там за шахрайство. У нас такого рода вопрос. Одним словом, идет процесс, мы по каждой фамилии будем работать. Если Украина возвращает своих граждан, как вы думаете, какая цена, кого Украина отдаст России? Какова будет цена? Я не знаю, какой у нас сейчас запас. Я когда говорил о том, что как же так, вот мы сейчас весь обменный запас отдадим, а завтра же Путин еще будет арестовывать. И как тогда? Вот в том-то вот весь изъян. Поэтому тут вот всех на всех очень ущербно для нас. Мы так или иначе, после того, как у нас весь обменный запас будет исчерпан, мы вынуждены будем все равно, конечно, требовать освобождения и уже, наверное, на другой основе. Не обменять, а освобождать, потому что они незаконно арестованы. На встрече с Эрдоганом, когда Зеленский и Эрдоган вышли на брифинг, президент Турции заявил о помощи крымским татарам, которые живут на материковой части Украины, в частности, строительство 500 домов. Что вам известно? Потому как о строительстве говорят уже несколько лет. Ну, знаете, еще много лет назад, правда, это говорил не Эрдоган, а премьер-министр Ахмед Давутоглу, когда я сказал, что вот в свое время была программа «Демирель», 1000 квартир, правда, она затянулась, но тем не менее она была реализована, это еще было до оккупации. А сейчас вот в связи с оккупацией много наших соотечественников вынуждены покидать территорию и временно переселяться на материковую часть Украины. И что бы вы могли бы в этой плане сделать? Он сказал, а сколько вам надо, чего надо? Я говорю, ну давайте сделаем еще один раз программу 1000 квартир. Вроде на этом согласились. Ну, потом произошла смена, он ушел премьер-министром. Я это напомнил потом, когда мы были в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, вместе с Порошенко встречались с Эрдоганом. Я ему напомнил, я говорю, когда будете реализовывать? А что, я разве что-то обещал он? Я говорю, ну не вы обещали, а ваш премьер. Ну ладно. И тогда дал поручение. А потом, через некоторое время, Бен Али Йылдырым, новый премьер-министр, даже на пресс-конференции сказал, что мы вот крымским татарам будем оказывать максимальную помощь. Мы вот обещали 1000 квартир. Опять-таки не реализуется. Они обещают, Нет, когда уже будет реализация? Когда мы вот 8 августа вместе с Зеленским были в Анкаре, тоже там выступления взаимные, опять Зеленский попросил мне что-то сказать. Ну, я, во-первых, немножко наехал на них, я говорю, что-то мы не поняли. Конечно, я говорю, спасибо за вашу твердую позицию в вопросе оккупации, деоккупации Крыма, но некоторые действия с турецкой стороны нам не очень понятны и, откровенно говоря, не доставляют удовольствия. Например, почему вы проголосовали за возвращение России в Парламентской ассамблее Совета Европы? Ну, на это не Эрдоган, а рядом сидел министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он говорил примерно так, что вопрос о возвращении русских был решен не нами, а европейцами. Наши голоса там уже ничего не навлияли. Ну и вообще мы, в принципе, против каких-либо санкций, что нужно вести какие-то там переговоры. Санкции, дескать, не дадут никаких результатов. Но то, что русские возвращаются в парламентскую ассамблею, ни в коей мере не означает, что тема Крыма будет забыта, что кто-то будет соглашаться с оккупацией. Вот такой был разговор. Ну, потом я также еще и напомнил по поводу 1000 квартир. Я говорю, вот вы пока построите, наверное, мы все-таки уже освободим Крым. А нельзя выкупить, потому что речь идет о том, что мы должны представить землю, а они будут на этой земле строить. С одной стороны, конечно, понятно, Турция о них хочет, чтобы были задействованы их строительные компании, чтобы деньги, которые они выделяют, чтобы опять-таки возвращались в Турцию, турецким гражданам.
Ну, на это тоже они говорят, ну, мы же с вами, Мустафа-бей, договаривались твердо, вы дадите нам землю, а мы будем строить. Где ваша земля? Вот такой вопрос. А когда, это 3 февраля же была, да, встреча с вот это, стратегическое партнерство. Когда очередь дошла до выступления Эрдогана, он меня попросил подойти к нему. Я подошел, он мне на ухо говорит, ну вот предложение поступило со стороны Зеленского, 500 квартир построить в Херсонской области, в Херсоне. Как вы на это смотрите? Я говорю, конечно. А уже потом, и потом он еще вот этот голосом сказал, вот мы согласились, что будем 500 квартир в Херсоне строить. А уже потом в отдельной встрече я говорю, слушайте, вот эти 500 квартир, я не понял, вы вот это в рамках вот этих 1000 квартир? Если в рамках 1000 квартир, мы не согласны. Если сверх этих 1000 квартир, то это другое дело, хоть не 500, а 5000. А мы же планируем как? Вот эти 1000 квартир, которые они собираются, мы хотели бы, чтобы они выкупили, мы их собираемся приобретать или строить там, где наибольшее число наших соотечественников, которые покинули свою родину. Больше всех их в Киеве. Поэтому мы планировали, где-то 500 будет в Киеве, и по 100 в Херсоне, во Львове, Днепро, Харькове, Одессе. Ну, и потом мы это мотивировали тем, что, ну, мало ли, что мы там 500 или 5000 даже построим, а где люди будут работать, как будут они зарабатывать себе на хлеб, это что же надо думать? Потом все университеты, школы, все сосредоточено в Киеве. Вот такой был разговор. Ну, этот разговор мы будем продолжать, но я все-таки потом его спикеру, его первому помощнику сказал, вы все-таки подумайте хотя бы 500 квартир выкупить, потому что... А есть какие-то рамки? Они говорят о рамках, например, в течение года, 2 года, потому как это длится с 2016 года, этот разговор. Ну, если откровенно говорить, то вина тут украинской стороны тоже хватает. Потому что если бы мы сразу же представили землю, а по поводу этой земли мы уже много говорим. И при Порошенко. При мне давал министру обороны поручение. Говорил, там у вас в военном ведомстве есть земли. Полторак мне говорит, ну давайте сядем на карту, посмотрим, где вас устраивает. Да, у нас есть земли. Пока суть до дела, уже полторака нет, еще другой министр, ну, в общем, много таких. Также говорилось ранее о строительстве мечети в Киеве. Строительство... Поднимался ли этот вопрос на встрече с Эрдоганом? Да, конечно. Ну, у нас были, конечно, тут разные разговоры на эту тему. Приехала как-то до этого комиссия с духовного управления Турции. Они сказали, а зачем вам такую большую мечеть, у вас там столько мусульман нет. А мы говорили о том, сначала о 10 тысячах мы говорили, вместимостью. Потом сползли на 5000. А это и приехали из духовного управления, говорят, ну и 5000 много вообще, там, зачем вам такую большую мечеть. Мы им говорили о том, что это же не только крымские татары, но все мусульмане, а мусульман здесь по разным оценкам в Украине около 2 миллионов. А может меньше, может быть даже и больше. Одним словом, у них вот такое вот мнение. Когда я приехал в Анкару, в Министерстве иностранных дел, я на них немножко наехал. Я говорю, вы что, из этого духовного управления, вы нам атеистов, что ли, прислали? Что они мне рассказывают, что нам мечеть не нужна или нужна маленькая мечеть? Те посмеялись, сказали, не, все будет в порядке. И мы уже землю нашли, вы знаете, какая это земля, нам, слава богу, подарил Ренат Ахметов, это стоимость где-то около $5 миллионов. Вы бы сами никогда бы не смогли бы его приобрести. Теперь землю перевели, все на наш фонд, в будущем, как она будет, не знаю, может, духовному управлению мусульман Крыма, который здесь расташован, туда передадим. Но тут загвоздка в чем? Мы говорим, сама по себе, мы ее построим мечеть, но она расходная. Мы что, будем каждый раз протянутой рукой, помогите на содержание мечети, там обслуживание, электричество, отопление, люди, которые там будут работать. Откуда они зарплату будут брать?
Государство не может и не имеет права брать на себя это. Это вот Россия может себе позволить. А у нас светское государство. Поэтому мы говорили о том, что там построить еще и бизнес-центр. Мы говорили о 10-этажном, они говорят, ну зачем вам 10 этажей, тогда закроет вид мечети. Мы говорим, там еще 20-этажный есть, что вы на наши 10 этажей придираетесь. Вот такого рода разговор. Но тем не менее, я думаю, что с мертвой точки она сейчас очень скоро двинется, и мы начнем. Напомню, у нас в гостях сегодня лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, и мы обсудили итоги встречи президента Турции с представителем Меджлиса и с лидером народа. Вы слушаете «Крымский вечер», а мы вернемся через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. И мы уже в студии Крым Реали, наш гость, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Мустафа, поговорим немного о крымско-татарской национальной территориальной автономии. Этот вопрос поднимался и во время президентства Порошенко, и во время Зеленского сейчас. Есть ли в этом вопросе у вас диалог с украинской властью? Ну, это вот несколько раз этот поднимался вопрос. Во-первых, мы на той встрече, которая единственная встреча у нас была 9 августа прошлого года, это после возвращения из Турции вместе с Зеленским, но на этой встрече были Рифат Чубаров, Рустам Умеров. Вот это было одним из основных вопросов, которым мы говорили о необходимости скорейшего решения. Это вопрос об изменении в Конституцию, главу 10, касающуюся автономной республики Крым. Мы говорили, что в соответствии с поручением 5-го президента Украины Порошенко была создана рабочая группа во главе с корифеем конституционного права Бутенко, и что мы уже все подготовили. Сейчас остается, чтобы это от имени президента передали в Верховную Раду. Верховная Рада большинством голосов потом отправляет в Конституционный суд, а после решения Конституционного суда уже снова рассматривается в Верховной Раде, уже для принятия его нужно конституционное большинство, то есть не меньше 300 голосов. Президент тогда сказал, что ознакомится, там в том числе ознакомятся его специалисты, и твердо сказал, скорее всего, я поддержу его. После этого каких-либо разговоров на эту тему не было. Хотя мы знаем, что его точка зрения президента по этому поводу не изменилась. По крайней мере, таких сигналов нет. Я думаю, сейчас там у президента готовится указ о взаимодействии администрации президента с Меджлисом крымско-татарского народа. В соответствии с этим указом, я сейчас в какой форме он подпишет, я не знаю, не уверен, точно не знаю. Но то, что мы предлагали, с той стороны было принято. Речь идет о том, чтобы президент, так же, как это было во времена Кучмы, встречался с Меджлисом крымско-татарского народа не реже, чем в один квартал, то есть через 3 месяца. И давайте мы к нашей беседе присоединим постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Добрый вечер, Антон Александрович. Доброго вечера. Антон Александрович, на днях информация появилась о том, что вопрос создания крымско-татарской автономии требует публичного дискурса и общения с крымчанами. Об этом вы заявили в интервью одному из изданий. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что означает публичний дискурс і общення з кримчанами. Так, тут важливо говорити про такі речі. Ми маємо зараз напрацювання 3 законопроєктів про корінні народи, про статус кримськотатарського народу і про відповідно внесення змін до розділу 10 Конституції України щодо кримської автономії, так, яка базується на праві кримськотатарського народу на самовизначення на території півострова Крим.
Ми чудово розуміємо, ми представниці президента в Автономній Республіці Крим, чудово розуміємо важливість цих проєктів і вже почали працювати з народними депутатами різних фракцій щодо того, щодо роз'яснення, інформування їх щодо важливості цих ініціатив. Ми побачили і бачимо певне нерозуміння, скажімо так, питань і понять. Що таке корінний народ? Чим він відрізняється від національної меншини? Так, чому корінних народів може бути 3? Наприклад, так як ми вважаємо, і я знаю, що і шановні колеги з представницьких органів кримсько-татарського народу теж вважають, що ми маємо зупинитися на цифрі 3 кримських народів як корінні. Чому ми не можемо туди включати якісь інші групи, визначати їх корінними народами? Тобто ми бачимо, що наразі ми зустрічаємося з певним нерозумінням цього питання. Тож, коли ми говоримо про публічний дискурс, ми говоримо про певне інформування для того, щоб громадяни України, і, зокрема, кримчани, які виїхали після окупації на підконтрольну Україні територію, чи є проукраїнські налаштовані, проживають на тимчасово окупованій території, щоб вони, відповідно, і вони доносили цю позицію, і вони формували цю позицію, щоб громадяни України розуміли, що кримська автономія, так, з тими змінами, які заплановані так до розділу 10, що вона не має нічого спільного там, я не знаю, з сепаратизмом, з утвореннями інших, скажімо так, автономних утворень на території України, що кримсько-татарський народ має право на цю автономію, а, скажімо, там в інших регіонах така автономія створена не може бути. От і все. Тобто ні про які референдуми, ні про яке спілкування з окупантами не може бути й мови. Ну і ми чітко артикулюємо свою позицію щодо окупанта, щодо колабораціоністів, тому ніяких розмов, ніякого спілкування і ніякого дискурсу з ними, безумовно, бути не може. Спасибо вам огромное за мнение ваше по поводу крымско-татарской национальной автономии. Мустафа Ага, 6-й год говорят о внесении изменений в Конституцию. Что необходимо сделать для того, чтобы украинцы и жители Украины согласились, высказали свое мнение по поводу изменения Конституции, по поводу крымско-татарской национальной автономии? Чего не хватает, чего не дорабатывают народные депутаты? Во-первых, по поводу того, что надо дискутировать на эту тему, у меня возникает вопрос, с кем дискутировать и сколько еще дискутировать. Мы этот вопрос ставим с первых дней провозглашения независимости Украины. Прошло более четверти века, опять, оказывается, с точки зрения кого-то надо еще спрашивать. Во-первых, право народов на самоопределение на своей национальной территории – это неизменное право, оно должно реализовываться, а не дискутироваться. Ну, к сожалению, вот так произошло, что оно было не реализовано. Конъюнктурно, вот кто-то обидится, кто-то не захочет, и вот мы получили результат. Если бы эта автономия была еще в 1992 году, вместо вот этой вот аморфной территориальной республики была создана на основе международного права национально-территориальной автономии, ситуация была совершенно иная. Я не говорю о том, что вот российские танки не двинулись бы, если бы там была крымско-татарская автономия, но это было бы значительно труднее. Так что трудно себе представить, чтобы в автономной республике национально-территориальной проголосовали бы за присоединение к России. Это абсурд. И с нами еще на связи Антон Александрович Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Антон Олександрович. Я хотів 20 секунд вашого часу дорогоцінного зайняти тим, що, власне кажучи, ми в представництві цим питанням опікуємося. І от ми, наприклад, внесли всі 3 питання, всі 3 ті законопроекти, про які ми говоримо, так, про корінні народи, про статус кримсько-татарського народу і про зміни до розділу 10 Конституції. Ми внесли ці проекти у план роботи Верховної Ради на 2020 рік. Тобто ми працюємо з цим питанням і ми дуже серйозно до нього ставимося. Дякую. Спасибо вам огромное. Постоянный представитель президента Украины в Крыму был с нами на связи. Здесь нас все время поднимает вопрос, а почему вот за 5 лет производства президентства Порошенко, вы и были фракцией Петра были Алексеевича. Фракции, у Порошенко Вопрос так было и не такое решили. правильное отношение было к теме Крыма, но не был решен вопрос. Да, этот, кстати говоря, вопрос о
о переформатировании, об изменении в Конституции и вместо нынешней этой автономной республики Крым создать национальную территориальную республику, впервые сам президент сказал. Я еще хорошо помню, это 4 июня в Варшаве, когда он приехал туда вместе с 18 президентами, когда мне вручали вот эту премию солидарности. То есть и даже инициатива исходила из него. Конечно, отправили, но он первым сам это сказал. И была создана же и этим президентом рабочая группа по подготовке этих изменений. Но Порошенко все время, и он потом, когда уже были наработаны вот эти поправки, он вместе с нами по каждой строчке, по каждому слову проходился, говорил свою точку зрения, носил свои поправки. Но у него было опасение, что у нас не хватит голосов в Верховной Раде. Он все время говорил нам, работайте с фракциями. Я 100% поддерживаю вот это. А вы знаете, что в предыдущем созыве была такая сложная ситуация. Сейчас все корни меняется, есть монобольшинство. Поэтому мы и говорим, я ему на встрече с президентом Зеленским тоже сказал, надо, чтобы эти законопроекты, как поправки в Конституцию, так и те законопроекты, о которых говорил сейчас Антон Кореневич, были внесены от имени президента. Тогда уж точно спикер парламента скажет, прошу проголосовать это підтримуйте, а не прошу проголосовать, а вызначиться. Тогда это уже 100% гарантировано, что оно будет принято. С этим, кстати, согласился и президент. Сказал, рассмотрит и, скорее всего, внесет. Ну вот ждем. Напомню, у нас в гостях сегодня лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, и мы обсудили вопрос крымско-татарской национальной территориальной автономии. Вы слушаете «Крымский вечер». Мы вернемся через несколько секунд. Прямой эфир. И поговорим о воде. На этой неделе в аннексированном Крыму заявили, что есть проблема с нехваткой воды. Воды в Симферополе осталось на 100 дней. Об этом 5 февраля заявил глава подконтрольного России комитета по водному хозяйству Крыма Игорь Валь. А уже вчера его мнение по этому поводу изменилось. Он отметил, что воды на полуострове достаточно для прохождения не только отопительного периода, но и хватит на курортный сезон. Украинские политики тоже активно комментировали воду. Поводом послужило заявление главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины, депутата від «Слуги народа» Юрия Аристова. В комментарии корреспонденту проекта «Радио Свобода» рассказал об идее продавать воду в аннексированной России Крым. Предлагаю послушать его. Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь. Вы хотели воду продавать куда? Ну, вот в Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история. В Крым, да. Речь шла о Крыме. И давайте теперь послушаем мнение народных депутатов Украины. Крымреалии поинтересовались мнением по этому вопросу у Лизы Богуцкой. Она представляет фракцию «Слуга народа», и, напомню, она и крымчанка. И вот что она сказала. Ні в якому разі, ні за гроші, не безкоштовно, ні як подарунок, ніяк не можна. Тому що єдиний важіль впливу, який в нас залишився в стосунках між окупованим Кримом і державою України, це є Північно-Кримський канал. Це юридично нікчемне питання, тому що з ким заключати цей договір. Тобто, розумієте, щоб казати про якісь стосунки з окупованим Кримом, ми повинні розуміти, що ми тоді маємо визнати оккупационную владу Крыма. С кем мы будем укладывать договор? Это была Лиза Богуцкая. Давайте послушаем мнение еще одного народного депутата України от фракции «Голос» Рустема Умерова. Я вважаю, що в Крим подавати воду зараз не можна, тому що вона тимчасово окупована територія, і це питання національної безпеки. І це треба вирішувати вже на політичному рівні. Є державницька позиція. Політики можуть, як політики, щось казати. У нас державницька позиція – це тимчасово окупована територія. І подача води – це питання національної безпеки. Тому будь-які депутати можуть казати будь-що, це їх право, але ми повинні це розглядати як питання національної безпеки.
Мустафа Ага, какие ваши прогнозы? Украина, Киев даст воду в Крым? Да, ну, это будет абсурдом, конечно. Но то, что касается вот этих высказываний, этих марионеточных в оккупированном Крыму, то же самое было, когда блокада была. Мы обойдемся без украинских продуктов, это даже хорошо, вот там теперь помощь этим русским производителям. Да, мы вот прекрасно, что они там перестали давать нам свет, мы свою независимую энергосистему. И тут же обращаются в ООН, говорят, что мы там устроили им геноцид. Такая вот у них. Но то, что там дефицит воды, а в степной части это уже действительно катастрофа для сельского хозяйства. Там уже сельского хозяйства практически нет, потому что все было из Днепровской воды. Но, конечно, мы будем подавать воду, обязательно будем подавать, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что вот это же наносит ущерб жителям, там, это другое, эти сентименты вы расскажите другим в другом месте. Вы что, ожидали, что у вас там комфортные условия вам создадут страна, чью территорию вы оккупировали? И в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года вся ответственность за социальное и правовое положение людей в оккупированной территории ложится на страну оккупанта до тех пор, пока она не освободит. Поэтому на нас говорить о гуманитарных вещах нам не надо. Вот Россия будет любезна обеспечить там и водой, и светом, и хлебом, солью, так говорится. Говорить о том, что сейчас вот давайте будем продавать, ну, как бы это дипломатично выразиться, вот, не знаю, помягче как. Я помню, когда один даже еще в прошлом году или позапрошлом году высказался в том плане, что давайте, дескать, Крым на сколько-то лет дадим в аренду русским. Это еще хорошо, там, по-моему, Рифат Чубаров в своем фейсбуке очень остро выразился, сказал: сукин сын, ты свою жену в аренду давай, а не нашу землю. Ну, тут, конечно, нет никакого запаха патриотизма вот таких вот разговоров. Решил заработать на торговле с оккупантом. Но ущербность вот такого рода высказываний, знаете, она наносит большой ущерб престижу нашего государства. Мы во всем мире говорим, что вот на нашу страну напали, оккупировали, требуем усиления санкций. И, слава богу, западные страны, Соединенные Штаты, Канада, Япония наложили санкции. Никакой торговли, никаких там взаимоотношений с оккупированным Крымом нет. И мы вдруг заявляем, что это свободная экономическая зона, будем торговать, будем зарабатывать. Тогда же логично, другие страны скажут: что нам больше нужно, чем и вам. Так давайте мы тоже, а мы же тоже несем какие-то потери. Почему мы должны нести потери, а вы должны там зарабатывать? Ну, то есть высказывания очень непродуманные и очень наносящие ущерб престижу нашей страны. Ну, как вы думаете, вот на нормандской встрече может ли Путин поднять вопрос воды? Мы же хорошо помним, когда был один из крайних обменов, 29 декабря, там говорили о газе, да? Могут ли поднять вопрос воды на нормандском формате? Пусть он поднимает сколько угодно, а мы поднимем вопрос о скорейшем освобождении. Мы же связаны друг с другом. Как только они освободят Крым, конечно же, мы все силы бросим для того, чтобы сгладить тот ущерб, а нанесен огромный ущерб. Вы знаете, там в степной части Крыма они же начали бурить скважины и артезианской водой поливать поля. Знаете, догадаться до такого, да? И в результате грунтовые воды опустились, пошло засоление. Вместо вот тех выкачанной воды приходит соленая вода. Нанесен огромный ущерб. Идет тут целые поля, засоляются. И для того, чтобы сейчас привести его в первоначальное состояние, потребуется в Украине потом огромные деньги. Ну, другого выхода нет. И у нас есть звонок из Крыма. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте вопрос. Добрый вечер, господа. Я крымчанин. У меня сначала просьба господину Землеву, что он поближе говорил к микрофону, потому что его очень трудно разобрать. Добрый, спасибо. А теперь, что касается
А теперь, что касается вопроса. Меня очень интересует, есть надежда, есть ли мне надежда, что господин Жемелев и Чубаров не уподобятся Попу Гапону, то есть Попу Гапону, когда 3 мая поведут своих сторонников на Крым, чтобы они шли в первых рядах, а не сзади руководили. Это был вопрос из Крыма. Вообще, вот высказывания, публичные высказывания из Крыма, они же должны быть полностью соответствовать российской политике. Всех, кто вот свободно высказывался о необходимости деоккупации, что их так оккупантов назвали оккупантами, их повыкрадывали, поубивали или пересажали по тюрьмам. Поэтому ожидать такого вот человека, чтобы нормально будет что-то говорить, не приходится. Могут себе это только вот крымские татары позволить, то потом они оказываются в тюрьмах. Насчет того, поп Гапон и не Гапон, я, кстати, спрашивали у меня, собираюсь ли я быть там в этом ряду. Я как-то сказал, что с моей точки зрения, поскольку мы имеем дело с неадекватным государством, риск все-таки большой, поэтому я предложил такой возрастной ценз, чтобы там в первых рядах были люди, которые уже прожили средний прожиточный возраст, а у нас возраст средний прожиточный считается 73 года. Так что я вполне подпадаю под эту категорию. Вот этот гражданин Российской Федерации, который сейчас живет в оккупированном Крыму, пусть не беспокоится, я там буду. И давайте поговорим уже подробнее о марше на Крым. И Меджлис анонсировал, что он состоится 3 мая. Марш носит название «Мир против насилия и оккупации», марш достоинства. Мустафа Ага, кто с международных партнеров уже дал согласие участия в марше, с кем вы ведете переговоры? Ну, мы в первую очередь рассчитываем на свои силы. Мы думаем, что очень много депутатов Верховной Рады Украины будут. Во всяком случае, партия Европейская солидарность, я думаю, в полном составе будет. Голос нас поддерживает, Батьковщина, в общем-то, уже высказалась в поддержку. И очень много людей, слуг народа, тоже выражали по этому поводу. Я думаю, будет достаточно много депутатов. Но мы, конечно, хотели бы привлечь внимание как депутату Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вплотную пока вот именно персонально или там по странам мы пока, можно сказать, плотно еще не вели. Но будем вести разговоры. Я думаю, что из Соединенных Штатов тоже будут. Мы будем, речь идет о кое-каких конгрессменах. Идея эта заключается вот в чем. Ведь на всех уровнях, все международные организации, Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Международный суд ООН, все признали незаконность оккупации, вынесли очень правильные решения. Но ни одно из этих решений не выполняется. Так мы их приглашаем. Вот вы принимали такое решение. Вот теперь посмотрите, какова ситуация. И на что вас вот это должно вынудить? Значит, надо усилить санкции против этой страны, против этого варвара. А как будет выглядеть марш? Будете собираться в Херсоне, Херсонской области? Какие масштабы, как будет? Потому как есть же 3 пропускного пункта, да? Каланчак, Чаплынка и Чангар. Ну, давайте пока не будем во всех деталях, не будем облегчать работу наших оппонентов. Есть же у нас тоже какие-то секреты. Все будет нормально. Мы пока не говорим по какому проходу. Пусть готовится ко всем вот этим 3 проходам. Также есть и большие риски, Мустафа Ага. Если идем с материковой части Украины в оккупированный Крым, есть варианты, возможность того, что вас встретят из оккупированного Крыма. Какие будут ваши действия? Тоже секрет.
Потому как мы помним, я помню, что 3 мая 2014 года, когда вас не пустили в Крым, тогда было 2 танка и вооруженные люди. Ну, не 2 танка, там БТРы. Два БТРа. БТРы, и по их официальным данным где-то около 1000 ОМОНовцев, потом еще не этих добровольцев какие-то, Гоблин, как его фамилия? Но Аксенов уже пообещал Да. жестко встретить марш достоинства. Ну, риски, конечно, есть, но говорить о том, что вот там могут быть для участников этого шествия какие-то там неприятности, какие-то там еще что-то, речь идет о территориальной целостности страны. Речь идет о достоинстве государства, достоинстве людей, которых лишили Родины, землю которых оккупировали. И, конечно, могут быть издержки. Вот у нас такое вот всегда, вот там человеческие жизни, нельзя рисковать. Вот мы почти без выстрела отдали вот этот вот Крым. Если бы там был настоящий отпор, я думаю, Донбасса бы не было бы. Но если говорить о том, что вот не надо как-то рисковать, ну давайте вообще вот, чего мы тратим ежегодно около $5 миллиардов на содержание армии? Если мы не собираемся сопротивляться, тогда пусть приходи, любой, кто хочет нашу страну, делай, что хочет. Нам же нельзя стрелять, потому что в обратно может стрельнуть, а когда стреляет больно и даже убийственно. Вот такая вот, знаете, логика. Есть вещи, где уже нельзя считаться с тем, что для себя лично что будет. Надо выполнять свой долг, независимо от возможных для тебя лично последствий. Но не исключено, что могут быть и аресты, и выстрелы. Да, может быть, что ж теперь? Ну и что теперь? Могут выстрелить, поэтому будем сидеть, поэтому согласимся с оккупацией. Что дальше? И у нас есть еще звонок. Добрый вечер, представьтесь, откуда вы, имя, фамилия, если есть такая возможность. Отключился наш зритель. Мустафа, почему именно в этом году решили организовать марш на Крым? Ну, это не имеет значения, но просто когда, скажем, мировое сообщество предпринимает какие-то меры, активно усиливаются санкции, ну, может быть, не было бы необходимости. А сейчас просто надо напомнить миру, чтобы тема Крыма не забывалась. Тут мы не привязываем его к какой-то дате. Ну вот уже проходит, вот уже скоро на днях будет 6-я годовщина, а мы все еще не реализовали законное наше право быть хозяевами на своей земле. Не восстановили территориальную целостность и суверенитет государства Украины на всей своей территории. Не освободили землю от оккупантов. Но поскольку мы взяли курс, что будем работать над деоккупацией без военной силы, а это вот как раз-таки та гражданская акция, которая направлена на то, чтобы тему Крыма поднять и без применения усилий, силы добиваться возвращения Крыма. Правда, там в прессе прозвучало такое, что якобы Рифат Чубаров сказал, что не исключается применение насилия, применение силы. Он имел в виду как раз-таки применение силы, возможное применение силы с их стороны. А мы-то идем с голыми руками, без оружия. Мустафа, вы, наверное, общаетесь с крымскими татарами, которые живут в аннексированном Крыму. Что они думают по этому поводу, по поводу марша? Ну, конечно, они будут в душе поддерживать, но сейчас, вот, скажем, выйти в эфир к вам сказать, я 100% поддерживаю, значит, завтра быть арестованным. Поэтому я знаю, что с большим сочувствием, с большим интересом будут следить. Может быть, не исключаю, что найдутся смельчаки, как, скажем, 3 мая 2014 года, а тогда прибыло меня встречать не менее 5000 наших соотечественников. Сейчас это трудно, потому что там террор значительно Мы усилился. продолжим тему. Давайте послушаем звонок. Добрый вечер. Представьтесь, откуда вы?
Добрый вечер, Евгений, Москва. У меня такой вопрос. А как освобождать-то Крым? Какими силами? Дипломатическими, военными? Как это можно сделать? Спасибо. Мы изначально провозгласили, что мы, по крайней мере сейчас, на данном этапе, не видим военного пути освобождения. Не только потому, что в военном плане мы, скажем, слабее Российской Федерации. Когда на твою землю вступает враг своим сапогом, чужой солдат, уже не считаешь соотношение сил, а борешься. Но мы сейчас говорим, что нужно пока, по крайней мере, сейчас, поскольку существуют такие договоренности, как большой договор между Россией был, вот же уже разорван, но грубо нарушен Российской Федерацией, Будапештский меморандум, устав ООН, все нарушено Российской Федерацией. Поэтому мы ожидаем адекватной реакции мирового сообщества. Ну, она в какой-то мере последовала. Эти санкции, которые, что бы там в России ни говорили, они наносят огромный, просто сокрушительный удар по экономике России. То есть пока речь идет только о дипломатическом. Вот. И акт, вот этот гражданский акт, который мы планируем на 3 мая, именно в этом вписывается вот в эту норму. И продолжая тему, вы общаетесь с соотечественниками, и мы помним хорошо, что 3 мая 2014 года 5000 крымских татар вышли к вам навстречу. Возможно ли это вариант того, что вас выйдут и встретят в этом году? Ну, выйти никак они не смогут, потому что сейчас совсем другая обстановка. Когда они тогда тоже прорывались, их тоже не пускали, но они так по инерции, еще как украинское демократическое государство, они себе позволяли. Но потом последовал такой террор, эти выкрадывания, убийства людей, аресты. Сейчас просто невозможно. Они там такая слежка, как только там какие-то что-то будет планироваться, там, наверное, будет пресекать. Но, тем не менее, я думаю, какое-то количество людей все-таки прибудет. А на границе будут украинские пограничники стоять, правильно? Мы исходим из того, что с материковой части Украины в другую часть Украины, в Автономную Республику, переходим, поэтому речь какая-то о том, чтобы показывать, предъявлять кому-то свои документы, этого не будет. Мы говорим, убирайте отсюда, вы открывайте нам, убирайте свои железки, мы идем домой. А какова их реакция будет, ну посмотрим. Ну, ваши прогнозы, какова будет реакция? Мы рассматриваем несколько вариантов. Так же, как, скажем, 3 мая 2014 года они закроются. Вот что интересно, они же тогда полностью закрылись, в том числе вот это место, где они проверяют паспорта. Туда вообще невозможно было подойти. Вот такие штыки, а еще в той нейтральной зоне с обоих сторон на нас были направлены снайперские эти дулы. И тем не менее, там они возбудили против меня одно уголовное дело, которое, там много разных дел, в том числе посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, и самое интересное, попытка незаконного перехода российской границы. Это я подошел в нейтральную зону, они никого там не пускали, и меня же обвиняют. Ну, видимо, вот такой вариант возможен. Возможно, какие-то провокации с российской стороны, чтобы вызвать какие-то стычки. Ну, посмотрим. Тут мы скрупулезно каждый момент, что может быть и какова должна быть наша реакция, мы это все просчитываем. Поэтому сейчас говорить в деталях, вот если они то-то сделают, мы это сделаем, я этого говорить, конечно, не буду. Спасибо. Гостем студии был лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. С вами на протяжении часа была Альвина Сидбулаева. Вы слушали программу «Крымский вечер». Оставайтесь с нами на радио Крым Реалии.